Коми выросло число электромобилей. Впервые их владельцы освобождены от транспортного налога. А это 21 человек и сэкономлены 45 тысяч рублей. Действует пониженная на 50% ставка и для авто на природном газу. Кому еще положены льготы? Все о налоговой кампании этого года в репортаже Анны Зубаревой. 1 652 миллиона рублей. Именно столько жители Коми должны отдать налоговой в этом году. 625 миллионов – это налог на имущество. 67 миллионов – земельный налог. Львиную долю берет на себя налог транспортный – 960 миллионов рублей. И в отличие от первых двух, которые остаются на местах, этот полностью уходит в республиканский бюджет. То есть если все граждане исполнят свою обязанность и заплатят установленный срок налоги, то в бюджет Республики Коми поступит почти 1 миллиард рублей и будут направлены на содержание школ, детских садов, дорог, больниц и других социально значимых объектов. В этом году 280 тысяч жителей Коми получили льготы. Государство облегчает жизнь пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, многодетным семьям. А если вы к льготным категориям не относитесь и заплатить все-таки надо, сегодня это просто, удобно, быстро, убеждают в налоговой. Как оплатить налоги? Конечно же, способов есть несколько. Для разной категории граждан применяют разные способы. Самый удобный, конечно же, через личный кабинет налогоплательщика, поскольку сумма налога выведена на главной странице, отображается сразу при входе. Оплатить ее можно одним кликом. Совершить платеж также можно в любом банке без комиссии, через банковские приложения и в офисе «Мои документы». Отметим, налог за выигрыши в казино получили 160 наших земляков. Налог с дохода больше 5 миллионов рублей должны заплатить 588 человек. Всего жителям Коми направлено чуть меньше 400 тысяч налоговых уведомлений. Если, по мнению налогоплательщика, в полученном налоговом уведомлении отражена неактуальная, некорректная информация по объекту, либо о владельце объекта налогообложения, то необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением, обращением и приложением необходимых документов. Налоговая служба напоминает, обязанность по уплате налогов закреплена в Конституции Российской Федерации. Чтобы не загреметь на скамью подсудимых, оплатить счет следует до 1 декабря. К слову, статистика говорит, что в нашей республике живут добросовестные налогоплательщики. В среднем из всей суммы задолженности только 3–5% приходится на физических лиц. Анна Зубарева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.